Алексей Ложкин, во-первых, сын, который благодарен отцу и матери, всей моей семье, которые меня воспитали таким, какой я есть. Ложкин Алексей Арсентьевич. Родился в деревне Тальон Дебесского района Удмуртской республики. Окончил высшее театральное училище имени Щепкина в театре с 1997 года. В 2013 году закончил режиссерские курсы в Московской академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. В 2014 году назначен главным режиссером Национального театра. Заслуженный артист Удмуртской республики. У нас было 4 сына и 1 дочь. Воспитать сыновей, наверное, и все сыновья, чтобы уважали и любили, и почитали родителей, это большой труд. И вы знаете, отца уже давно нет, я все время почитаю его. Всегда помню его заветы, его слова. И это для меня на всю мою жизнь большой урок. Я вспоминаю вот только с лучшей стороны. Может, он был где-то жесткий, груб, где-то. Может, это естественно. Для пацана это естественно. Где-то и попадало жестко попадало от отца. Но для меня это и надо. Для меня такого шаловливого, вот то, что он делал, я просто ему благодарен. Потому что мать меня не смогла бы вот просто поставить, как это делал жесткий отец. Он был для меня всем. Вот простой пример. Молодой человек, лет 14, 15, 16. Естественно, деревня. Гуляешь до утра. До утра, до 5, до 6. Заходишь домой, спать ложишься. И вот, например, идешь пастушить, например, коров. Ну, естественно, мать там, бабушка, Лешик Султан, и Леша, вставай уже, вставай. Сейчас. Батя, зашел ты, вставай. Все. С 9 лет выслали в Ижевск, я скажу выслали, потому что было мне 9 лет, я еще не имел своего решения, и тем не менее я очень благодарен опять-таки моей семье, что меня отдали учиться в школу-интернат 9-летнего мальчика. Я отучился 1 год, и я решил, что я больше не поеду. Я матери сказал категорически, я не поеду, меня там бьют, меня там обижают, все, что можно было, я все рассказал матери. Мать, конечно, есть мать, сказала, ну ладно, сын, не поедешь. Ну, отец сказал, сам решаешь. Ты уже взрослый, тебе уже 10 лет, давай решай. Я сказал, все, не поеду. Мать поехала за документами. Вот, я так поехал встречать мать. На рысаке, на коне. Встречать свою свободу. Да, свою свободу. И раз смотрю, и Ольга Васильевна идет. Я так сразу свою свободу. Ну, то есть это вот педагог, который воспитатель, я так скажу. Она приходит ко мне в деревню за мной. Я, естественно, оттуда сразу галопом меня унесло, и я ночью тихонечко иду, захожу домой, и меня хопана, Лешенька, поедешь завтра в Ижевск. Меня взяли, арестовали, увезли в Ижевск. Вот так и началась моя карьера в искусстве. При слове «школа», я вам скажу, у меня двоякое чувство. Чувство благодарности и чувство немного непонимания. Потому что я прошел такую школу на всю жизнь. Я готов ко всему. Просто были и педагоги шикарные. Это, конечно, и физруки, это и педагоги, это и классные руководители. Ну, они просто замечательные люди. Они были фанаты своего дела. Мы учились в школе-интернат номер 2 для сирот. Вот. Непонимание чего? Не понимаю я до сих пор, я уже взрослый человек, не понимаю, почему, взяв детей из деревень, 9-летних, сделав школу для одаренных детей, поместили в школу-интернат для сирот. Вот я до сих пор этого не могу понять. Это дети,
только что вот начинают понимать жизнь, их пускают туда. Говорят, что это все под пересмотром. Но сейчас же мы можем понять, что никто не присматривает. Вот понимаете, это удмурты. Я признаюсь, что я русский язык вообще очень плохо понимал. И отправляют нас в город Ижевск. Нас вот, ребят, это очень жестко. Вот это для меня до сих пор вопрос. Вкусные перепечки прямиком из печки. В сети Перепечкиных перезагрузка. Вкусные, сочные, настоящие удмуртские перепечи теперь приедут к тебе сами. Позвони, сделай заказ, укажи, куда его привезти, и перепечи вмиг примчатся. С капустой, с грибами, с мясом, комбо-миксы. Ассортимент велик. Закажи и насладись великолепным вкусом настоящих удмуртских перепечей. Ешь с гордостью, люби с радостью. Поступил даже без экзамена в музучилище, проучился полгода. Но так как ситуация так произошла, мне пришлось уйти с музучилища. Переломный момент. Ну, понимаете, я темпераментный парень, туда-сюда, попал в нехорошую ситуацию, там туда-сюда, все. Пришлось уйти. Полгода проучился и ушел. Я приехал в деревню. Мать меня: ты что ты делаешь? Тебя люди выводят, ты куда уходишь? Я говорю: мать, я не буду. Я не буду учиться. Ушел все. Это мне было, наверное, лет 16. Дальше получаю среднее образование. Я еще поступал в Дебесское педучилище. Вот. Это самое классное. На педагога начальных классов. Поступил я туда. Все девчонки, один я. Мне было так стыдно. Я ходил учиться только по субботам. И благополучно я полгода опять проучился, и меня оттуда попросили. Потом решил я что-то заняться серьезным делом. Я газету увидел. Смотрю, учится студия в Москве. Я говорю: давно в Москве не был. Я говорю: мать, я поеду в Москву. Ну, тут началось: тебя оттуда выгнали, отсюда. Ты куда поехал? Ну, ты у меня самый тупой. Все братья как братья. Ты куда-то? Ну, зачем тут? Ну, естественно, мне ничего... Я пошел к брату старшему. Я говорю: так, мол, так, туда-сюда. Помоги, дай мне денег. Тут ни слова, дал денег. Ну, все равно и мать там дала, куда ей деваться. Поехал в Ижевск. Все равно должны быть пробы. Вот пошел я к Светлане Константиновне Смирновой. Она в те годы, я не помню, кем была, по-моему, председатель Шунды или по молодежи. Не помню, сейчас точно не буду врать. Вот. Она говорит: вот, идите в театр. В театре меня просмотрели туда-сюда. На чем ты играешь? Я говорю: да, конечно, на всех инструментах, на чем хотите. И на нервах тоже, ну шучу сейчас. На баяне играешь? Да. Ну давай посмотрим. Ну я ими играю. Песни поешь? Да. Давай, кого будешь петь? Ганькова, конечно, кого еще? Пою. Комиссии как таковых не было, меня в Москве проверяли, но помогали все. И это, конечно же, Фаина Ивановна Будина, это Вероника Алексеевна Садаева, это вот они мне помогали все равно. Ну, откуда мне драматические актеры, это для меня было что-то непонятное, интересное. Вот. Ну, вот так я попал в Москву. Мы с ней вместе учились. Удмуртка местная из наших, она актриса Национального театра, работает в театре. Я ей очень благодарен. Я ей благодарен в том, что она и воспитывает меня, и детей моих воспитывает, потому что женский взгляд видит то, что не видит мужчина. Это очень важно. Женский взгляд видит мелочи. Мужчина видит где-то что-то огромное, больше, но пропускает мелочи. А женский взгляд, она щепетильный момент, она вот тут что-то, она где-то вот подсказывает. Вот это очень ценно. И в жизни вот воспитание детей все равно, вот это очень важно. Это не катастрофа работать в одном коллективе? Ну, наверное, 21 год я работаю, и, наверное, катастрофа бы уже произошла. То, что бы произошло, понимаете? 21 год — это все же уже срок. Работа есть работа, дом есть дом. Просто к этому надо привыкнуть.
И с актерами также. У меня есть актеры-друзья, и молодые, и актеров пожилых нет, не бывает. Нет, даже не возрастные, актеры чуть старше молодых. Да, вот я скажу так. Да, вот так вот. Вот понимаете, вот дружба дружбой, работа работой, вот самое ценное. У меня первый сын родился очень, я скажу, рано, в 20 лет, я уже был папой. Я честно скажу, где-то я, наверное, и виноват, и что, понимаете, вот актерская карьера, это все понятно, это выезда, это работа, это все, это и деньги, и все надо воспитывать. Я сейчас уже понимаю, вот с моих лет, сейчас я могу судить. Уже сыну 21 год, он уже взрослый человек, и мы с ним иногда садимся, вот ты говорим, что для тебя вот папа? И мы говорим, он иногда такие вещи мне говорит, просто я об этом даже забыл и не помню. Но для него это осталось. Вот, например, я его отпорол за что-то, пошлепал, так сказать. Например, что он сделал? Купил, например, что-то вот, взял деньги и купил что-то вот такое. Вот. Но это нельзя делать, правильно? Вот. Дорогую вещь купил. И тут он получил. Вот это он мне говорит. Что еще? Потом он мне говорит, что я ему обещал вот то-то, то-то, то-то. Я, конечно, этого не помню. Я говорю, сын, ты, наверное, врешь. Ты сочиняешь? Нет, говорит, ты обещал. И он мне показывает бумагу. Вот я такой-то, такой-то, я тебе обещаю купить это. Нормально. Вот я говорю, сын, слушай, ты вообще молодец. Вот я тогда прозрел. Сын, он должен первым делом любить родителей, а потом посвящать свою оставшуюся жизнь во благо их, чтобы воспитать своих детей на их примере. И я буду стараться делать это. Понимаете, Всевышний все равно ставит такие проблемы на сильных людей. Это не только я. Я и приходил, и с батюшкой говорил, и со многими друзьями, которые действительно верующие есть. Даже не то что православные, у меня есть католики верующие друзья, которые вот именно этим делом помышляют. Но они меня убеждали, утешали. Я через это и пришел, наверное, к вере. Я покрестился. Я крестился в 25 лет. Но тем не менее, к 25 годам я повидал многое. Было страшно. У меня ушел брат из жизни. Родной брат. Брат старший Николай. Я как молодой, амбициозный мальчик решил сделать сольный концерт. Была волна популярности, сделать концерт. Естественно, сделал я концерт. Аншлаг, там все, туда-сюда. Естественно, как не пригласить брата? Он у меня на концерте, выпил и отравился, и не доехал до деревни, умер в автобусе. Вот. Это был первый удар. На моем концерте. Я его пригласил. У него осталась жена и 2 детей. Маленьких. Это даже не первый. Еще был первый. Это уже был второй. У меня перед Колей брат повесился, Андрей, родной. Через полгода Коля на моем концерте умирает. То есть эта череда идет. Так бывает. Через полгода после Коли умирает отец. Не вытерпел, он болел. Я боялся за мать. Бабушка, мать, сестра у меня. Мать это все вытерпеть, я считаю, я не знаю, это надо быть каким
сильным человеком, она все вытерпела. Все стерпела. Вот. У меня друг хирург. Он мне сказал, но утаил. Ну что, мол, все нормально, туда-сюда. Потом, ну, хотели спрятать, но я же понимал, я дурак. Первые минуты, ну, наверное, за что? Сразу подумал мать. Уже сколько забрал Бог и еще я. Ну, это банально, это, конечно, звучит банально, но за что уже даже не себя я. Это было страшно за мать. Она бы не вытерпела это все. Маме мы не хотели говорить, но она узнала все равно. Ну, это был для нее страшный удар. Но я ей звоню, говорю: мать, ты что, не беспокойся, я же твой сын самый дурной. Я говорю, дурные-то они все равно выкарабкаются. Я говорю, ты вообще не беспокойся. Про себя я не думал. Я всегда знал, что я выкарабкаюсь. Но был момент, когда я сдался. Терпишь. Думаю, да ну нахрен все пошло. Было перед первой химией. Потом начал успокаиваться. Брать себя в руки. То есть я смотрю, лежат со мной рядом. Люди друг другу пытаются помочь. Это самое ценное. Про летальный исход там ни слова. Вот что самое важное, там все живут надеждой. Благодаря врачам и, естественно, Владимир Юрьевич Васильев, он давал уверенность в том, что ты выкарабкаешься. И уверенность, давая уверенность он, получал я. И я был уверен в себе, что я фиг вам, и я выкарабкаюсь. Вот это и семья, это и жена, это... Придешь домой, например, она: ну что ты, больной, что ли, давай работай, туда-сюда. Это и театр, это Андрей Иванович Ураськин, конечно же, он всегда меня очень поддерживал. Он сказал: ну что ты, больной, что ли, иди учись, иди в Москву, езжай, учись на режиссера. Вот я вот благодаря ему, он молодец. Вот понимаешь, он давал стимул, он молодец. Иди учись, я оплачу, театр оплатит, иди. То есть вы... Да, я в этот период я пошел учиться. Вот понимаешь, это ценно. Да. Это мудро и ценно. Я в больнице не говорил, что я езжу в Москву, я учусь, там же есть перерывы. Не надо сдаваться, надо дерзать. Я же тебе говорил, надо стремиться к своей цели. Иди ты к своей, вот эту шелуху убирай. Иди ты туда, вот. Вот понимаешь, что самое ценное? Это испытание и кара за что-то. Жизнь предупреждает, что ты делаешь, мудак. Иди вперед, не кидай себя в сторону, иди вперед к цели. Когда я делал день рождения, пригласил только близких людей, и пришли все. Я так посмотрел, сказал: вы что, меня хоронить приехали? Я говорю: не дождетесь. Будем жить. Это мы делали день рождения на Молдаванском пруде. Там были и журналисты, и все, и актеры. Все. Я говорю: вы что, меня хоронить приехали? Что? Засветился, все пришли. Да. Ну вот понимаешь, вот надо все равно через юмор. Как бы тебе ни было трудно, но юмор должен быть. Рыбалка, конечно, это моя страсть. Люблю я рыбачить. Я с детства рыбачу. Братья были, конечно, рыбаками, там, туда-сюда. Я маленький был, меня не брали, я за ними бегал. Ну, если я старшего брата, младше на 9 лет, второго брата на 8 лет, третьего брата на 5 лет. Ну, я мелкий, ну что, куда меня брать-то? Они меня пинали, я за ними плакал, ходил, они меня, конечно, куда мне деваться. Полюбил эту рыбалку. И я болею этой рыбалкой. Это кайф. Просторы, белые просторы, если зимой это гладь белая. Рыбаки сидят, мужики, суровые ребята. И рыбу ловят.
Летом катер, на катере едешь, спиннинг здесь. Закинул спиннинг, нет рыбы, поехали в другое место. Это ветер в лицо, скорость, это прекрасно. То, что мне жизнь дала и дает, я беру с достоинством. То, что мне дает жизнь, я, наверное, это и заслуживаю. Я не хочу ничего менять. То, что есть, оно есть.